Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. На финансовом рынке по-прежнему актуальна тема мошенников. Каждый день в ленты новостей пестрят сообщениями о тех или иных жертвах аферистов, и каждый гражданин должен проявлять бдительность, обращаясь в финансовые учреждения за теми или иными услугами. Как отличить добросовестную финансовую организацию от нелегальной и о том, какую работу ведет Банк России в этом направлении, мы попросили рассказать управляющего отделением Национальным банком Дальневосточного банка России Антона Коноплева. И сегодня он у нас в гостях. Антон Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, Иван. Ну и, наверное, самый главный вопрос. Какие организации Банк России относит все-таки к нелегальным? К нелегальным организациям, функционирующим на финансовом рынке, Банк России относит в первую очередь организации, не имеющие разрешения на этот вид деятельности или не зарегистрированы в государственном реестре. Естественно, к мошенникам также относятся и организации, которые осуществляют мошеннические действия. Это могут быть юридические и физические лица, осуществляющие под видом финансовых услуг. Также законом запрещено функционирование и предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации иностранным компаниям. Ну, из вашей практики какой облик принимают чаще всего нелегалы, которые работают на финансовом рынке? Какие это организации? Внешне нелегала, конечно, определить достаточно трудно. То есть это обычно офис, это представитель какой-то, возможно, даже какая-то документация висит на стенках. Но при обращении необходимо обязательно проверить наличие регистрации, наличие разрешения. Это может быть лицензия или регистрация в реестре. Следующее – это регистрационные данные, сведения об дате регистрации, об уполномоченном органе, который может действовать, какие-то другие регистрационные сведения. Вот что касается нашей республики, были ли в этом году, я знаю, что были, тогда давайте переиначим вопрос, сколько было зарегистрировано в этом году в нашей республике нелегальных финансовых организаций? Да, к сожалению, на территории республики выявлены финансовые организации, их всего 17. 15 из них это нелегальные кредиторы, один лжеброкер и одна финансовая пирамида. Всего же на территории Дальневосточного федерального округа выявлено 106 нелегальных организаций. Но каким образом они действуют? Они действуют по-разному. Да? Например, нелегальные кредиторы, они вводят людей в заблуждение, выдавая займы, не имея на это права. Они, прикрываясь словосочетаниями как микрофинансовая организация, микрокредитная компания, оформляют договоры займов. Лжеброкер вводит наших жителей республики, прикрываясь, маскируясь под учебный центр. Он проводит лекции, на которых рассказывает о возможности зарабатывать на рынке Форекс, после чего предлагает открыть инвестиционные счета и как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, и требует за это плату, за такие занятия. Как правило, такие занятия имеют, как правило, такие учебные центры, проводящие такие занятия, имеют какие-то комиссионные за привлечение новых клиентов. Но финансовые пирамиды действуют в своей традиционной мере, это массированная реклама, обещание высокого дохода. Хотелось бы отметить, что на территории республики в 2019 году выявлена всего одна пирамида, при том, как в 2018 году было выявлено 4. Это говорит о меньшей вовлеченности наших жителей в какие-то мошеннические схемы. Или больше здесь все-таки можно отметить работу и правоохранительных органов, и от вашего ведомства? Ну, Банк России проводит работу по поиску, выявлению, проверке и передаче документов. Взаимодействие с нелегалами осуществляет, как вы правильно сказали, правоохранители. Это полностью их компетенция. Банк России в этой связи выявляет пробелы в законодательном регулировании, устраняет это дело, осуществляет координацию и взаимодействие между финансовыми институтами, органами, заинтересованными органами исполнительной власти, проводит работу по поиску, в том числе
привлекает новые современные методологии. Да? Например, во второй половине 2018 года Банк России запустил робота, который работает как поисковая машина в интернете. И выглядит для компании как человек, который ищет, куда и где вложить свои финансовые средства. Когда компании, которые ищут новых клиентов, видят такое обращение, они реагируют на это, робот это фиксирует, после чего передает информацию уже в соответствующие подразделения Банка России, которые проводят проверку на легальность деятельности таких организаций. Ну и, естественно, мы проводим большую работу по повышению, собственно, финансовой грамотности населения с разными категориями. Это в первую очередь там, студенты, школьники, пенсионеры, это предприниматели, это даже дети дошкольного возраста. Ну а более финансово грамотно и финансово устойчиво какая категория граждан, на ваш взгляд, сейчас сформировалась? Так однозначно сказать нельзя, поскольку идет работа по всем направлениям. Но думаю, что вот студенты и молодые люди, которые наиболее, скажем так, открыты новому, открыты новым технологиям, они с удовольствием получают эти знания, они их применяют, у них наиболее такая живая реакция на тех лекциях, которые мы проводим. И, наверное, они сейчас наиболее подготовлены. У них, наверное, может быть потому, что они действительно открыты новому, и у них есть какое-то свободное время. То есть, если их сравнивать с пенсионерами, у которых тоже есть свободное время, но у этих людей есть другие они, может быть... Они больше вовлечены в технический прогресс и во Да, молодежь именно такая. А пенсионеры в этом смысле, конечно, категория, для которых есть определенные трудности. Они с ними успешно борются, но все равно. Если говорить о новом, то страсть человека к легким деньгам, к доступным кредитам, ее, в принципе, не искоренить, мне так кажется. И, несмотря на все принимаемые меры, это выявление нелегальных микрофинансовых организаций, нелегальных брокеров, все равно нет какие-то новые структуры на рынке появляются. Используются какие-то лазейки в законодательстве или просто наобум? Какая именно в законодательном плане ведется работа? В законодательном плане ведется наблюдение. В целом на сегодня рынок достаточно хорошо отрегулирован. И нелегальная деятельность скорее ведется, используя эффект неожиданности. Да? То есть компания открывается буквально за несколько дней и сразу начинает массированную рекламу. Люди, так сказать, привлеченные высокими процентами, они клюют. И после чего, так сказать, попадают в неприятные ситуации. Если обобщить, давайте поговорим об основных признаках нелегальной финансовой организации. На что обращать внимание в первую очередь? В первую очередь обращать внимание на наличие разрешения. Раз. Второе, это следует обратить внимание на обещание высокой доходности и гарантирование этой доходности. Это гарантирование доходности у нас на сегодня могут только кредитные организации, которые стоят и являются членами системы страхования вкладов, и то в сумме до 1 400 000 рублей. Следующий шаг – это наличие каких-то активов у этих организаций, которые предлагают финансовые услуги. Если они, например, говорят о том, что они вкладывают свои денежные средства и получают высокие доходы, например, от нефтегазовой сферы или золота бриллиантовой, то, наверное, логично было бы полагать, что имеются такие документы, подтверждающие это участие. Еще одним аспектом, это как я сказал, недавняя дата открытия. Это можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы. Там же можно проверить, кстати, и регистрационные данные компании. Наверное, это основные признаки будут. Но, тем не менее, человек, грубо говоря, нуждающийся в каких-то заемных средствах, не получил одобрения от легальных каких-то коммерческих финансовых структур и обратился к нелегалам. Чем это может грозить и что делать, если человек все-таки попал в эту нелегальную финансовую мясорубку? Дело в том, что
Поскольку нелегалы действуют вне правового поля, то помочь гражданину, попавшему, так сказать, в объятия таких компаний, достаточно сложно. А закон в этом случае не может помочь. Так, например, если для примера, то микрофинансовая организация, действующая в легальном поле, являющаяся легальным участником финансового рынка, она ограничена, например, в начислении общей суммы долга в размере двукратного суммы займа. Да? После того, как долг достигнет этого размера, она обязана прекратить начисление процентов, пени и штрафов, то нелегалы в этом смысле не ограничены, поскольку они работают вне правового поля. Они продолжают начисление, и нередко заемщик оказывается в ситуации, когда сумма долга многократно превышает сумму займа. Были случаи, когда за, в общем-то, небольшую сумму займа люди расплачивались целыми квартирами и так далее. Одновременно с этим нелегальные кредиторы запускают процедуру максимально эффективное, так сказать, извлечения своих, как они считают, доходов. Они пускают в ход все незаконные приемы, это угрозы, это шантаж, это прямое выколачивание долгов. Это они могут делать как самостоятельно, так и передать это, опять же, нелегальным черным коллекторам, да, которые тоже не стесняют себя соблюдением какого-то законодательства. Поэтому очень важно 100 раз подумать. 100 раз подумать, а для нас очень важно расчищать рынок, выявлять и наказывать тех, кто осуществляет нелегальную деятельность, для того, чтобы легальные участники рынка могли выполнять свою работу, гражданин мог получать финансовые услуги с полной защитой своих прав. Антон Анатольевич, и в завершении нашей беседы, наверное, ваши пожелания нашим телезрителям, как обезопасить себя все-таки в финансовом плане? В первую очередь проверять наличие разрешения Банка России. Это можно сделать на сайте Банка России в справочнике участников финансового рынка, если это микрофинансовые компании, да, или некредитные финансовые организации, или в справочнике кредитных организаций. Второе, при осуществлении поиска в интернете обращать внимание, поисковые системы Яндекса и Mail.ru выдают сообщения о наличии этой финансовой компании в реестре Банка России таким синим кружочком с синей галочкой. Осуществлять анализ документов, которые доступны, регистрационных документов, осуществлять, может быть, смотреть на то, каким образом привлекаются. То есть, если вам предлагается сделать небольшой взнос в рублях, и получить потом огромные брюшки, после чего получить право делать инвестиции и иметь доход с этих инвестиций, то это, конечно, прямой признак мошенничества. Следует избегать таких ситуаций, обращаться к компаниям. Но те компании, которые легально работают на рынке, они находятся под контролем Банка России. Они представляют отчетность, и Банк России внимательно следит за их деятельностью. Поэтому, если обращаться к ним, то проблем быть не должно. Я благодарю вас за беседу. Огромное вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о мошенничестве на финансовом рынке. Мы говорили сегодня. До встречи в эфире.